Телеканал «Якутия-24» продолжает вещание в прямом эфире. Это программа «Итоги дня», в студии Влад Давыдов. Добрый вечер. На людей посмотреть и себя показать. В Якутске открыли республиканскую межотраслевую выставку «Бизнес-Экспо». Назрел вопрос. В Якутске предложили создать объединенный травматологический центр. Что это за идея? Может ли такое решение принести пользу населению? В честь закрытия года занятости в Мирном провели районную ярмарку вакансий. Сколько рабочих мест представили и в каких отраслях? Экология в приоритете. Алданские инспекторы охраны природы разработали план дальнейшей работы, какие наметили задачи. Медицинский соцуход по компетенции в Нерюнгри прошли отборочные соревнования «Молодые профессионалы», WorldSkills, как себя проявили студенты. Памяти заслуженного тренера Артура Кравченко в Ленске организовали первенство Якутии по боксу, съехались юниоры со всего региона. Владивосток официально стал столицей Дальнего Востока. Указ подписал президент России Владимир Путин. До этого в Приморье работали правительственные специалисты. По итогам их анализа и оценки экономического эффекта был подготовлен доклад для президента и было принято решение. Напомним, что центром Дальневосточного федерального округа с 2000 года был город Хабаровск. Переезд аппарата полномочного представительства президента на Дальнем Востоке из Хабаровска во Владивосток не требует спешки. Для сохранения средств нужно сделать это в течение года. Юрий Трутнев заявил, что аппарат может расположиться в помещениях Дальневосточного федерального университета. Другим новостям. Якутия получит 72,5 миллиона рублей ассигнований на восстановление автомобильных дорог и мостов, поврежденных в результате паводка в этом году. Также правительство одобрило проект о распределении межбюджетных трансфертов на финансирование дорожной деятельности. Об этом сообщается на сайте Кабинета министров. По Якутии продолжают открывать переправы. Допущено к эксплуатации еще 2 зимника. Это в Усть-Майском районе по маршруту Петропавловск-Троицк на реке Алдан для транспорта весом до 3 тонн. Вторая переправа открыта по маршруту Алекминск-Заречный. Помимо этого, на 10 действующих зимниках увеличили грузоподъемность. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Всего на территории республики сегодня работают 28 автозимников. Сроки открытия остальных корректируют, исходя из фактического состояния льда. Министерство предпринимательства Якутии совместно с туристической компанией «Колмар Тур» будут добиваться снижения цен на авиасообщение, также развития инфраструктуры и создания гостиничного сервиса. Все это стало возможным благодаря меморандуму о сотрудничестве. Стороны подписали документ во время Дней Дальнего Востока в Москве. Задача документа – объединить цели в развитии туризма и привлечении туристов и вообще информирование граждан страны о Якутии в части экотуризма, экстремального туризма, рыбалки, охоты и единения с первозданной природой. Об этом сказала председатель Совета директоров компании «Колмар Групп» Анна Цивилева. В Якутске началась работа республиканской межотраслевой выставки «Бизнес-Экспо-2018». Событие считается значимым для всего предпринимательского сообщества, прежде всего как площадка для обмена опытом. Тему продолжит наш корреспондент Марьяна Кутукова. Анатолий Гаевой – пчеловод со стажем, занимается производством меда в Якутске. Его опыт уникален и оценен на международном уровне. Якутский мед начали использовать в медицине Китая. Такие ярмарки для чего служат? Чтобы знакомство. Очень много молодых, как говорится, ребят, девушек хотят заниматься пчеловодством. Вилюйске, Чурапча, Нижний Бестях, Амга, Намцы. Процесс пошел.
Молодые стартаперы в области IT-технологий представили на выставке новую разработку. И резиденты технопарка создали систему прямых видеотрансляций. С помощью нового сервиса можно не только увидеть товары и услуги в режиме реального времени, но и купить их сразу, не выходя из трансляции. Бизнес-экспо 2018 – это отличная возможность продвигать свой бизнес, показать людям свой товар. Вот. Мы продаем через онлайн-эфиры продукты, любую продукцию. И это сейчас очень нужная вещь. Таких больше нет. Это уникальное приложение, да. В программе «Бизнес-экспо» мастер-классы, тренинги, семинары, презентации предпринимательских достижений. Здесь можно получить консультацию о мерах поддержки и не только от специалистов профильных организаций, в частности, от Республиканской бизнес-школы. Предприниматель, конечно, должен быть образованный. Он должен быть в темпе бизнеса. А именно, знать, какие тенденции у нас имеются, в какую сторону продвигается наши виды бизнеса. Сейчас предприниматели должны знать именно сферу маркетинга, информационную часть, потому что у нас информация как бы основа. Для горожан выставка-ярмарка – это отличная возможность ознакомиться и приобрести местную продукцию, начиная от продуктов питания до одежды и строительных материалов. Я напомню, работа «Бизнес-экспо» стартовала во Дворце спорта 50 лет Победы. Работа ее продлится 2 дня – сегодня и завтра. Вход для гостей свободный. Марьяна Кутукова, Илья Сыромятников, Якутск. Алданские инспекторы охраны природы совместно с главами муниципалитетов района разработали план дальнейшей работы. Сделано это в рамках исполнения указа главы республики об экологическом благополучии. Какие обозначены приоритеты, Татьяна Вахнина расскажет подробнее. Приоритетные цели обозначены, механизмы снижения рисков, связанных с техногенным воздействием на окружающую среду, прописаны. Алданские инспекторы Комитета охраны природы совместно с представителями властей поселений разработали план мероприятий в рамках исполнения указа главы республики об экологическом благополучии. Особое внимание уделяется контролю деятельности предприятий природопользователей. Запланирован круглый стол, встреча с представителями крупных хозяйственных субъектов нашего района. Значит, в плане стимулирования перехода на наилучшие технологии на объектах негативного воздействия на окружающую среду. Алданские экологи ведут с сотрудниками предприятий района планомерную работу. Диалоги получаются продуктивными. Ежеквартально встречаясь с предпринимателями, значит, проводим слушания по результатам нашей деятельности, по надзорной деятельности, значит, предприниматели задают вопросы. В 2018-м началась масштабная работа в отношении особо охраняемых природных территорий. В следующем году реализация ряда мероприятий будет продолжена. В Алданском районе соответствующий статус будут иметь 12 земель, занимающих в целом 1/3 общей площади. Финансирование из местного бюджета возрастет в разы. На следующий год мы планируем потратить средства и на улучшение материальной базы, то есть это будут и транспортные средства, необходимые для того, чтобы осуществлять зимний маршрутный учет и вообще инспектирование, патрулирование этих территорий. Немалое внимание уделяется экологическому воспитанию подрастающего поколения. Всевозможные акции в защиту окружающей среды из года в год становятся все более массовыми. Мероприятия, которые мы проводим по нашим образовательным учреждениям, с детьми, со школьниками, в техникуме с колледжем, тоже они будут только расширяться. Алданский район промышленный, и охрана природы составляет приоритетное направление в деятельности всех структур. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. В Мирном провели районную ярмарку вакансий. Рабочие места представили более 20 предприятий алмазодобывающей, нефтегазовой, энергетической отраслей. Сюжет Марферины Алексеевой. В рамках закрытия года содействия занятости в Республике Саха-Якутия Центр занятости населения совместно с администрацией Мирнинского района и компанией «Алроса» организовали вторую районную ярмарку вакансий. Представлены 24 организации в сферах алмазодобывающей, нефтегазовой промышленности, а также силовых и бюджетных организаций. Всего более 500 вакантных мест. Ярмарку посетило около 1500 граждан. В адрес работодателей поступило 712 обращений. Было собрано более 300 резюме, а по итогам ярмарки
ярмарки на работу направлено 25 граждан. 25 безработных граждан после посещения сегодняшней ярмарки будут трудоустроены. Вакансии были представлены от таких организаций, как «Алроса», «Роснефтегаз», «Тасуряхнефтегаз», «Восточная Сибирь», предприятия «Колмар» и «Якутуголь». Таких бюджетных организаций, как районная центральная больница, образовательные организации, силовые подразделения военного комиссариата и полиции. Мы настроены на трудоустройство местных жителей, местных кадров. Одного мы предоставили ему направление, чтобы он прошел собеседование. У 9 взяли резюме. Достаточно люди, подготовленные, да, они уже некоторые пришли со своими резюме, со своими бланками, формами. Ярмарка вакансий удобна не только для соискателей, но и для работодателей. Мы помимо того, что мы ищем на работу людей, мы еще делимся с коллегами опытом своим, да, и сравниваем уровень заработной платы, то есть идет какой-то мониторинг. И в дальнейшем, может быть, какие-то вакансии по зарплате будут пересмотрены. Год содействия занятости положительно повлиял на трудоустройство и обучение безработных граждан. Увеличение численности безработных, направляемых на профессиональное обучение. 130 безработных граждан. Для сравнения, в прошлые года эта цифра была значительно ниже. В этом году в Мирнинском районе трудоустроилось более 1600 безработных граждан. Марфилина Алексеева, Кирилл Шолохов, Мирный. В Якутске в 2 раза снизилось количество учеников, не посещавших занятия из-за ОРВИ. Сейчас на карантине находится 1009 школьников. На прошлой неделе их было вдвое больше – 2354 человека. На сегодняшний день занятия приостановлены в 38 классах, в 14 образовательных учреждениях. Об этом сообщили в мэрии столицы. Одно из самых красочных и торжественных новогодних событий – елка главы республики пройдет 23 декабря в Государственном цирке. До этого дня ее участников ждет обширная программа. В этом году на главную елку республики пригласили 700 учащихся с 9 по 11 классы из всех районов и городов Якутии. Это отличники учебы, победители предметных олимпиад, международных конкурсов, научно-практических конференций, чемпионы мира и Европы по различным видам спорта. В рамках культурно-образовательной программы учащиеся посетят исторический парк «Россия. Моя история», детский технопарк «Кванториум», кинотеатры, концерты классической музыки и многое другое. Пройдут также профориентационные встречи в вузах города. Сейчас короткая пауза, меньше 1 минуты. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части программы «Итоги дня». Вопрос назрел. В Якутске предложили создать объединенный травматологический центр. Что за идея? Может ли такое решение принести пользу населению? Насколько сложным был год? Экстренные службы Якутии подвели итоги 2018-го. Медицинский и социальный уход. По этой компетенции в Нерингре прошли отборочные соревнования WorldSkills. Как себя проявили студенты? В памяти заслуженного тренера Артура Кравченко в Ленске организовали первенство Якутии по боксу. Съехались юниоры со всего региона. Якутия-24. Прямой эфир. Итоги дня. Продолжаем выпуск. С космодрома «Восточный» планируется запуск ракеты-носителя «Союз-2.1А». В космос запустят 2 космических аппарата «Канопус-В» для мониторинга техногенных и природных ЧС. Пуск ракеты запланирован на 27 декабря в 5 часов 7 минут и 18 секунд по Москве. На активном участке полета ракеты на территории Якутии – это Вилюйский, частично Верхневилюйский, Жиганский, Алекминский, Алданский районы – предусматривается падение отделяющихся частей ракеты. По этому вопросу в правительстве Якутии прошло рабочее совещание по организации безопасности жителей близлежащих сел, экологического обследования территорий поиска и вывоза фрагментов с мест падения. В столице страны продолжаются Дни Дальнего Востока в Москве. В рамках деловой программы глава Якутии Айсен Николаев подписал соглашение о сотрудничестве.
Первый пакет документов заключили с рядом крупнейших промышленных компаний – «Алроса», «Полюс», «Геопромайнинг», «Полиметалл». В основе документов намерение о долгосрочном сотрудничестве в области социально-экономического развития нашего региона. В тексте соглашений также закреплены пункты о социальной и экологической ответственности недропользователей и о содействии в трудоустройстве местных кадров. Вопрос идет о том, что была создана рабочая группа и изучен вопрос о возможности, скажем так, транзита электроэнергии с Западной Якутии на север Иркутской области. В том числе при необходимости рассматривается вопрос о строительстве новой электростанции, которая будет работать на газе с месторождения Алроса газа. Республиканская больница номер 2 предложила, как можно увеличить пропускную способность травмпункта. На коллегии Министерства здравоохранения региона предложили создать в столице объединенный травматологический центр. Как специалисты отнеслись к такой идее, может ли такое решение принести пользу населению? В теме разбирался Дмитрий Тымыров. Ежегодно столичные травматологи регистрируют десятки тысяч травм различной степени тяжести, многим из которых требуется хирургическое вмешательство. 2000 же года мы начали регистрировать все обращения пациентов. Создали регистр заболеваний крупных суставов, которым необходимо сделать эндопротезирование. И на сегодня у нас записано в этом регистре более 4000 человек. А 2000 года мы уже прооперировали порядка где-то около 2800, не 200, 2800 пациентов. Ортопеды, травматологи почти каждый год регистрируют около 400-500 человек с проблемами ортопедического характера. В последнее время у нас в основном 500 человек обращается в год, и из них мы оперируем. В год у нас наше отделение в этом году прооперировали где-то около 250 операций эндопротезирования. Это включает тазобедренные и коленные суставы по государственной программе, по программе о обязательном медицинского страхования. Да? Но этого мало. Сегодня те, кому оказали хирургическое вмешательство после операции, в основном лечатся амбулаторно, получая только рекомендации от врачей. Чтобы решить в корне эту систему и увеличить поток пациентов, Республиканская больница номер 2 предложила создать травмоцентр в столице республики, объединив травматологический пункт с амбулаторно-травматологическим отделением Республиканской больницы номер 2. Мы конкретно ставим вопрос организации реабилитационного этапа лечения. Тут стоят две задачи. Это ранняя выписка пациентов. И если будет решен этот вопрос с созданием реабилитационного центра, то у нас увеличится оборот. Это даст пациентам необходимую консультативную помощь и возможность быстрой реабилитации граждан после хирургического вмешательства. Идею создания такого центра поддерживает и в Министерстве здравоохранения. Как бы мы ни говорили, что мы боремся со смертностью сердечно-сосудистых онкологических заболеваний, наиболее самая высокая очередность у нас все-таки это по ортопедии, это замена суставов различной локализации. И, наверное, назрел вопрос решать эту проблему уже в комплексе на территории республики. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск. В Новый год без долгов в Якутске прошла ставшая уже традиционной совместная акция «Якутскэнерго» и судебных приставов, в ходе которой горожане могли узнать о наличии задолженности по коммунальным услугам. Акция прошла в Центре обслуживания потребителей «Якутскэнерго». Желающие получили консультации у юристов, связанные с принудительным взысканием долгов и урегулированием задолженности. Здесь можно проверить, оперативно получить информацию о наличии долга, о наличии запрета на выезд за пределы Российской Федерации, о запрете на регистрационные действия в отношении автотранспортного средства и недвижимого имущества. Можно проконсультироваться судебного пристава-исполнителя о порядке погашения долга, а также оплатить задолженность на месте. Добавим, что по всей республике также проходит акция «Погаси долг без пени» для физических и юридических лиц. Можно оплатить долги во всех пунктах платежей энергосбыта. Акция продлится до 31 декабря 2018 года включительно. Сотрудники экстренных служб Якутии подвели итоги уходящего года. Лучшие подразделения и инспекторов чествовали на торжественном заседании. Насколько для них сложным был уходящий год, рассказывает Саргалана Захарова.
2018 год. Природа показала свой суровый характер. От паводка пострадали 15 районов. Уровни воды побили все исторические рекорды. Тысячи сотрудников экстренных служб работали во время и после буйства стихии. Сразу за наводнениями последовали лесные пожары. Огонь подбирался к населенным пунктам на опасно близкое расстояние. Ситуация, хочу сказать, по обеспечению пожарной безопасности пока еще наблюдается сложно на территории республики. Вот пожароопасный период нам это все показал. Но тем не менее все органы управления и силы Якутской территориальной подсистемы, Главного управления МЧС России, подразделения Федеральной противопожарной службы, задача, которая стояла в течение лета, в течение всего периода, в течение года, сложный период, они с поставленной задачей справились. Не меньше работы за год было у службы спасения Якутии. Год был очень сложный. У нас была федеральная чрезвычайная ситуация, 6 региональных, муниципальных, всего 81 ЧС было. И ребята достойно отработали. Особое признание получили представители Нерюнгри во время масштабных проверок торговых центров после трагедии в Кемерово. Речь идет о пожаре в торговом комплексе «Зимняя вишня» в столице Южной Якутии. Проверили 60 торговых объектов. Вот это было самое тяжелое, потому что длительное время данные объекты не проверялись, и надо было полностью, детально и досконально проверить, чтобы уже на будущее быть спокойными. Подразделение Нерюнгри, в частности, и сам Владимир Мареляк, по итогам года удостоились сразу 4 наград. Но на этом работа экстренных служб не останавливается. 1 год позади. Впереди горячая пора новогодних праздников. Снова на пост на охрану безопасности жителей Якутии. Саргалана Захарова, Семен Семенов, Якутск. В Южной Якутии прошли вторые отборочные соревнования «Молодые профессионалы WorldSkills» по компетенции медицинский и социальный уход. Насколько хорошо показали свои знания студенты 2-х и 3-х курсов и кто поедет на открытый региональный чемпионат, в сюжете Екатерины Павловой из Нерюнгри. 4-дневная борьба за победу по 6 модулям. Студенты показывали свои знания, практические навыки и компетенции, освоенные в процессе обучения. Для чего же будущие медицинские работники стали участниками WorldSkills? Для опыта, для дальнейших совершенствований. Хочу испробовать свои силы, посмотреть, на что я способна. Для дальнейшей моей работы в аккредитации мне поможет. Конкурсанты в условиях, приближенных к реальным, должны были облегчить состояние пациента. За короткое время им приходилось принимать ответственные решения в обычных и неординарных ситуациях, оказывать первую медицинскую помощь, проявлять все свои коммуникативные навыки. Экспертная группа, оценивающая все задания, состояла из преподавателей колледжа и работников лечебно-профилактических учреждений Нерюнгринского района. В конце каждого конкурсного дня эксперты подводили итоги по модулям и анализировали типичные ошибки. Оценочные листы мы составляли самостоятельно, были разработаны прямо пошагово каждые пункты, что, в общем-то, нам, экспертам, легко при оценке, студентам, участникам тяжелее подстроиться под стандарты. Тем не менее, конкурсанты показали себя знающими и ответственными специалистами, готовыми к трудным профессиональным испытаниям. Последний день соревнований завершился торжественной церемонией закрытия. Студентам были выданы сертификаты участников, дипломы 1, 2 и 3 степени. Главным победителем соревнований стала Аратовская Анна, студентка 2-го курса по специальности «Сестринское дело». Пошли поучаствовать, просто было интересно проверить свои вообще возможности. Поучаствовали, волнительно было очень. Я не ожидала, правда, потому что все были участники, это лучшие из своих групп. Я не ожидала, мне приятно. Впереди 6-й открытый чемпионат «Молодые профессионалы» в столице республики, который позволит провести работу над ошибками и показать наиболее лучший профессиональный результат. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. В Ленске организовали первенство Якутии по боксу памяти заслуженного тренера ЯССР Артура Кравченко. Участие приняли спортсмены, юниоры со всей республики. Светлана Балеева расскажет подробнее. Первенство республики по боксу в Ленске проводится впервые. Для города это значимое событие и большая удача. У нас такие крупные соревнования не проводились никогда. Когда первенство республики среди юниоров решили передать Ленску, было, конечно, довольно волнительно для нас. К первенству боксеры готовились основательно, а лучший тренер Прокопий Петров, воспитавший ни одного чемпиона, вел каждодневные усиленные тренировки. И сегодня, по словам самого тренера и главного судьи соревнований, шансы на победу у ленских спортсменов велики. Наши ребята достойные, ребята
не новички, они все довольно достойно выступали как на уровне республики, так и на уровне Дальнего Востока. Здесь только ведущие наши спортсмены, которые не уронят честь ленского бокса. 66 лучших спортсменов Якутии из 13 районов республики. Арсен Аленов приехал из Горного Улуса. Молодой человек рассказывает, что готовился к соревнованиям очень долго и серьезно. Я готовился очень хорошо. Каждый день тренировался. Но я впервые борюсь за 3 минуты. Это было очень сложно. Надо еще тренироваться. Среди лучших – ленские боксеры. Максим Козлов – бронзовый призер всероссийских соревнований, переходная звезда. Занимается боксом с 7 лет. Соревнований у молодого человека было достаточно. Практически во всех Максим занимал призовые места. И сегодня он уверен в своих силах, настроен только на победу. Республиканский турнир, первенство республики, очень значимый турнир. Мне нельзя проигрывать, нельзя шагу назад делать. Но я готов, я подготовлен, я настраиваюсь на первое место, никакого больше. Также в соревновании сразится Денис Нехаев, победитель 6-х международных спортивных игр «Дети Азии», и Эдуард Бехтерев, победитель всероссийских и республиканских турниров. В турнире примут участие и начинающие боксеры. В первый день соревнований прошло 12 боев. Завтра намечены предварительные бои. А в субботу боксерам предстоит испытать свои силы в полуфинале. В воскресенье состоится финал. По итогам победителей соревнований попадут в состав сборной республики, которой предстоит защищать честь республики уже на соревнованиях высшего уровня. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Таковы итоги дня. Оставайтесь на канале Якутия 24. Будьте в курсе. Хороших вам выходных.